Здравствуйте, в эфире специальный выпуск программы «7 дней плюс». Мы работаем на площадке Международного форума «Россия. Исламский мир» в Казани. И мы беседуем с Наилей Мингазовой, заведующей кафедрой арабистики, исламоведения и афроазиатских исследований Института международных отношений Казанского федерального университета. Добрый день. Да, вроде бы форум считают экономическим, да, что здесь делает образование? Впервые мы на данной площадке представляем фестиваль восточных культур. В первую очередь это был заявлен как фестиваль арабской культуры, но при поддержке непосредственно генконсульства нашего Исламской Республики Иран мы включили в программу и их номера, и поэтому сейчас называется, в принципе, фестиваль восточных культур. Это такая образовательная и культурная составляющая, в которой принимают участники в первую очередь студенты наши Казанского федерального университета и группа студентов из Российского исламского института, представляя арабский мир, разные страны. Если сказать про фестиваль, он включает несколько этапов. Это различные конкурсы, в которых ребята имеют возможность представить разные арабские страны. У нас 9 команд, значит, представлено 9 арабских стран, в которых ребята представляют и конкурс видеороликов, это и конкурс стенгазет, это и творческие номера, это танец, песня, и каждая команда представляет определенную страну. Но здесь вроде как бы такое место общения дипломатов, да, политиков, экономистов, насколько, скажем так, студенчество, культура способствует этому международному общению. Конечно же, мы понимаем, что в первую очередь молодежь, студенты – это будущее страны. Какими мы их воспитаем, такие будут, в принципе, это будет судьба страны, такие будут взаимоотношения между разными странами. В первую очередь у нас здесь представлены арабисты. Как мы знаем, на сегодняшний день взаимоотношения России и арабского мира только крепнут. И на протяжении всей истории никаких конфликтов между России и арабским миром, а он огромный, арабский мир – это 22 официальные страны, никаких конфликтов никогда не было. И наша задача – эти отношения только укреплять, и именно наша молодежь, которая такая высококвалифицированная, владеющая несколькими языками, в первую очередь арабским языком, английским языком, они могут только укреплять данные отношения. Даже если посмотрим на данном форуме, огромное количество ребят, которые сопровождают делегации, работают в качестве переводчика, это наши выпускники, и мы этим гордимся. И именно образовательная составляющая в первую очередь, ведь без знания языка, без переводчика взаимоотношений между странами не построить. Поэтому мы надеемся, именно наши ребята, благодаря и тому фестивалю, который мы представляем, в который они еще больше познают, глубже познают культуру разных арабских стран, они будут способствовать укреплению данных взаимоотношений. Но ребята, наверное, же все-таки изучают не просто здесь, и представляют, сказали, что 9 стран представляют. Они же как не просто там по учебникам, по интернету, они, наверное, все-таки как-то на личном опыте там ездят, да? Конечно, обязательно. Именно наш университет совместно с Центром арабской культуры Аль-Хадара, который уже долгие годы, центр существует, начиная с конца 90-х годов, организовывает стажировки в различные арабские страны. Это и Египет, это и Сирия в свое время, начинали стажировки именно Сирии, это Марокко сейчас на постоянной основе, это и султанат Оман, возобновили сейчас эти стажировки, это и Эмираты, и другие страны постепенно мы подключаем Тунис к этому сотрудничеству. Конечно же, когда есть возможность побывать в стране изучаемого языка, пообщаться с носителями, а это тоже очень важный компонент, потому что ребята понимают, что все-таки арабский мир – это не только литературный арабский язык. Конечно же, он это объединяет, но это все-таки, раз 22 страны, это значит как минимум 22 диалекта. Но это не должно пугать, потому что, окунувшись в страну изучаемого языка, у них есть возможность эти все тонкости познать, но, как мы говорим, язык, он изучается постоянно всю жизнь. Останавливаться невозможно, потому что постоянно образуется новая страна, тем более такой язык, богатый, который имеет более 13 миллионов слов, арабский язык. Поэтому он не должен пугать, потому что, в принципе, для того, чтобы обычно говорить на любом иностранном языке, достаточно 5000 слов.
а остальное это уже богатство языка. И арабский язык, он уникальный, поэтому мы это доводим до студентов, и более того, количество слов там постоянно увеличивается, потому что структура языка выстроена таким образом. Но, конечно же, арабский язык это ведь все-таки язык и Корана, поэтому здесь объединяется не только арабский мир, и весь исламский мир, потому что так или иначе достаточно стран, в которых арабский язык, он, будучи языком Корана, он изучается, его знают, поэтому уже перспектива изучения арабского языка расширяется. Вот заметил, да, около вашего павильона, где ваши ребята там выступают, так многолюдно. То есть интерес какой-то есть, да, вот у людей, у гостей этого форума. Да, можно сказать, даже вот некоторых своих коллег, с которыми мы знакомы по сотрудничеству из других стран или же из других регионов Российской Федерации, мы встречаемся на нашей площадке, потому что услышав даже музыку арабскую, это движение, они подтягиваются на данную площадку, и постоянно количество делегаций, оно не уменьшается, потому что наряду с этими конкурсами у нас представлены различные мастер-классы. Это мастер-класс и по арабской, и персидской каллиграфии. Это у нас были и узоры хной. Также был представлен мастер-класс, связанный по игре «Монополии» «Бай». И, конечно же, и лекция от уважаемых наших коллег. Известного синхрониста-переводчика из Казахстана Самала Абаевна провела замечательную лекцию, связанную по переводу, для того, чтобы ребят вдохновить, какие есть тонкости синхронного и последовательного перевода. Уважаемого нашего коллеги, известного историка Василия Кузнецова из Москвы, который также рассказал им по глобальные тренды на Ближнем Востоке. Это разнообразие таких мероприятий, оно и для ребят оказало такую большую пользу. Ну и, конечно же, была возможность познакомиться с различными с другими студентами из разных стран. И даже сейчас прошла сессия с молодыми дипломантами АИС. Это тоже идет, расширяет их только кругозор. Казань, Татарстан стал таким центром притяжения, да, хабом, таким, может быть, посредником между Западом и Востоком, да, соединяющим Россию с восточными странами. И получается, у нас теперь Татарстан, он еще и центр изучения арабского, да. Не ошибаюсь, так получается? Нужно сказать, что, в принципе, Казань всегда была центром востоковедения уже долгие годы. И если кафедра, в принципе, востоковедения и арабистики, она еще открылась практически с оснований Казанского федерального университета, но интерес к арабскому языку всегда он был, мы же должны сказать, что арабский язык все-таки это элемент культурного наследия татарского народа. Если даже наш уважаемый великий поэт Габдулла Тукай, если сейчас его читать произведение, обычному, например, читателю, который владеет татарским языком, он полностью не может понять эту суть содержания. Во-первых, это, понятно, была арабская графика, но в то же время огромное количество заимствований с арабского языка, которые, в принципе, нам сейчас они неизвестны, как он обращается к читателям и так далее. Даже если слово «карием» обычному владеющему татарскому языку носителю, непонятно, что это за слово. А это арабское слово означает «мой читатель». Поэтому все-таки знание арабского языка, оно приближает и к татарскому культурному наследию. И не зря все-таки наш регион славится преподаванием арабского языка не только в федеральном вузе, но и преподаванием арабского языка в школе. Это уникальный регион, что только у нас преподается арабский язык в качестве второго иностранного в полилингвальных школах. И те учебники арабского языка для школьников, которые внедрены в учебный процесс, они подготавливаются нами, учеными Федерального университета. И это такой уникальный проект, которого, в принципе, аналогов нет в Российской Федерации. И сейчас и наша задача, чтобы эти учебники, они вошли в федеральный перечень учебников и распространялись по всей Российской Федерации. Такая работа ведется при поддержке нашего министерства. Мы надеемся, что этот такой будет вклад нашего региона, Казани, Татарстана, как перекрестка западной и восточной культуры. Все-таки в нашей стране много республик таких мусульманских, арабских, да, а именно Татарстан стал. И все-таки именно поэтому, потому что изначально так в 90-е началось, что ли? Надо сказать, что наши партнеры Центра арабистики и Москвы, и Санкт-Петербурга, и Пятигорска, они в любом случае сегодня признают, что да,
центр арабистики и центр востоковедения, он начинался с Казани и постепенно распространялся в остальные регионы. Ну, уникальный регион, центр притяжения, в котором считается регион толерантный, и иностранцы, приезжающие из любых арабских стран, из мусульманского мира, они это признают, им очень комфортно здесь находиться. Ну, такая особая атмосфера, такое взаимодействие разных культур. Разнообразие, наверное, вот оно как раз это и является вот притяжением. Ну, это история. Вот кроме языка, да, все-таки что нас еще связывает? Вот арабский мир с Татарстаном. Здесь нужно сказать какой-то общий дух, культура, все-таки религия это объединяет, поэтому исламский мир, он сейчас все больше обращен вот в наш регион, и, наверное, не зря именно Татарстан и Казань выбирается площадкой для вот таких международных мероприятий, которые в последнее время огромное количество. И это нужно такой тоже такой ключевой фактор, почему ребят больше из разных регионов, они хотят учиться именно в Казани, например, вот в Казанском федеральном университете, потому что они понимают, что здесь возможность получить не только теоретические знания, но и получить практические навыки непосредственно вживую на площадках. Вот вы говорили, что вот взаимодействие с другими странами тоже вот как-то договаривались про образование ребят, да? То есть не только с Россией у нас учатся. Достаточное количество сейчас студентов, в принципе, вот сейчас с африканского континента достаточное количество и студентов. Нужно сказать, что вот наша кафедра занимается не только арабистикой, занимается и африканскими исследованиями. И мы уже регулярно, вот в этом году будет 5-й раз проводим форум «Россия-Африка», где подключаются партнеры из разных стран. И преподаются африканские языки, все-таки, нужно сказать, наряду с Санкт-Петербургом и Москвой, которые являются центрами африканистики. В нашем вузе также запущены африканские исследования, и язык суахили и африканс также преподаются. У нас была такая очень интересная, уникальная возможность повести студентов в Танзанию для практики языка суахили. И нужно сказать, вот знание культуры народа, его традиций, оно позволяет снять любые барьеры. Даже если приезжаешь в страну, и все-таки, понимаете, Танзания, она где находится, это же практически южная часть Африки. Поэтому, когда появляются из России и говорят, вот мы приехали со студентами к вам изучать ваш язык, нам нужна ваша поддержка и помощь, мы, студенты, не готовы оплатить за учебу, они, вот, наверное, даже этим подходом они просто ошарашены и имели уникальную возможность поучиться наряду группы, вместе со студентами, поучиться языку суахили. Ну и, собственно, это и укрепление международных отношений. Да, спасибо вам. Мы на этом должны завершить. Да. Спасибо. Это была программа «7 дней плюс». Мы работали на международном форуме Россия исламский мир. Спасибо. Здравствуйте. В эфире специальный выпуск программы «7 дней плюс». Мы работаем на площадке международного форума «Россия исламский мир». И общаемся мы с Юлией Клепиковой, первым вице-президентом Международной общественной ассоциации благотворительных фондов «Мама». И мамой 4 детей, да, если не ошибаюсь. Здравствуйте. Здорово, что на такой высокой площадке Международного экономического форума обращено внимание к благотворительным проектам, что они также отмечены. И для нас большая честь быть представленными как фонд здесь, как ассоциация фондов. Нам 25 лет, и деятельность наша давно имеет, да, своими корнями уходит еще, получается, практически в конец 20-го. Да. Учреждена была организация по благословлению патриарха Кирилла, и, собственно говоря, здесь форум, который нам дает возможность встреч, объединения с единомышленницами из стран организации АИС, да, только лишний раз подтверждает, что у России и у исламских стран один фундамент, культурный, духовный базис и ценности вообще. То есть здесь ведь был уже отдельный такой женский сектор, да, назовем его так. Вы в нем тоже принимали участие? Да, безусловно, здесь целый трек, да, посвящен «Женский взгляд», и именно в рамках этого трека «Женский взгляд» осуществлялось номинирование на 2 премии, которые были здесь, да, Халяль Charity Woman, это женщина в благотворительности, и в первую очередь Халяль Business Woman.
То есть, собственно, вот эта вот статуэтка стоит, это вот ваша статуэтка, да? Да, все верно. Собственно, вот что это такое? Вот расскажите. Это в первую очередь для нас это просто подтверждение, как для организации, того, что мы на верном пути, того, что наши усилия замечены, что теперь мы можем масштабировать нашу деятельность, взаимодействие на международном уровне и вместе решать поставленные задачи. Наш голос усиливается, голос матерей будет услышан. Это внимание к нашей деятельности. Да, хотя это личная награда, но я ее рассматриваю, конечно, как подтверждение заслуг нашей организации, ее деятельности. У ваших коллег вот там из восточных стран не возникало вопросов, почему вот Юлия Клепикова, да, и вот Халяль Вуман? Вы знаете, была очень теплая реакция, была тепло встречена, к тому же, что другая номинация, она ушла в другое государство, поэтому мне кажется, что как раз нет никаких проблем с тем, что данная премия, да, осталась в России. Все-таки деятельность, благотворительные проекты, да, которые реализованы, они пока в большей степени в России, в новых регионах Российской Федерации. Мы планируем только организацию Международного форума матерей. Какие-то из них состоялись уже ранее. Нет, не было вопросов, не было возмущений, очень дружеская атмосфера, мы все единомышленницы. Ну, существует мнение, что все-таки отношение к женщине в исламе, оно такое, мягко скажем, особенное, да? Вы вот ощущаете вы такое, нет? Я не встретила какого-то недоверия или, может быть, замкнутости. Мы были рады обсуждать те задачи, которые перед собой ставим, какие-то достижения, взаимодействовать, знакомиться, и были счастливы обнаружить, что мы думаем в одном направлении, это главное, и разделяем общее. Какие вот общие задачи, да? Что касается нашей организации, мы руководствуемся тем, что женщина-мать, она способна дать многое обществу, миру. Та трансформация, которую переживает женщина после рождения ребенка, да, она существенная, и большое материнское сердце может быть полезно, да, в решении каких-то глобальных вопросов. Но кроме того, матери, они как-то уже, наверное, не в первую очередь становятся матерями, да, уже как-то реализованы, и все навыки, профессиональные знания матерей могут быть объединены и направлены на решение общих глобальных задач. Что мы обсуждали с коллегами из других стран? Это, безусловно, имидж современной матери, благопристойная мода, да, очень интересные были взаимодействия в этом отношении. Конкретно в Казани такой центр, да, эстетики исламской моды. И с учетом того, что человек делает изначально эстетический выбор, да, ну так считается, есть такой культурный принцип, а потом этический, то вот эти совпадения даже по облику женскому, они очень интересны. То есть вот такой, опять же, Казань получается такой центром, наверное, притяжения, да, и каким-то посредником, может быть, между Западом и Востоком. Вы это ощущаете, это не ощущаете? Если вот по моему мнению, Россия не является тем Западом, который можно противопоставить Востоку. Россия глобальная страна, Россия страна цивилизация, и поэтому и Восток, и Запад, Евразия, мы, наверное, ближе даже к Востоку, а особенно в последнее время чувствуется такой поворот и друг к другу совместный, общий. Вот женщины, не знаю, матери Востока и России, чем отличаются или не отличаются? Представляется, что те цели и те вещи, которые мы как организация транслируем, да, заявили в своей миссии, они уже на базовом уровне культурном приняты в исламских странах. Большое уважение к женщине, матери происходит по умолчанию, даже, то есть нет необходимости каким-то образом это подчеркивать. Это нам очень симпатично, и представляется, что для России важно и ценно двигаться в эту сторону возвышения авторитета роли женщины-матери в семье, в обществе, возможно, даже в государстве.
привлечения. А вот это вот больше от женщины зависит или все-таки от мужчин, или от всех сразу? Я думаю, что это зависит от всех сразу, и чем больше будет встречи с таким направлением, чем привычнее будет понимание такого статуса, такой роли женщины, что это важно, и тем лучше это будет укрепляться, связи и внутри, и в семье, и в обществе, мне кажется, так. Какие-то, может быть, уже есть конкретные договоренности, уже какие-то совместные проекты с другими странами или внутри России, здесь вот именно на этом форуме? Да, мы пока согласовали вот просто базовое общее понимание тех вещей, да, подчеркнули, что мы находимся в одном информационном поле и культурном, мировоззренческом, есть много совпадений, и планируем продолжить наше сотрудничество уже точечное в рамках индивидуального взаимодействия, да, с разными странами. Есть интересные уже встречи, наработки были по просветительским проектам. Мы двигаемся, да, по работе с детьми. Это можно обозначить, да, что все-таки вот именно на этой площадке, на площадке этого форума, что в скором времени должно где-то, скажем так, выстрелить? В скором времени мы надеемся на проведение Международного форума матерей на площадке одной из стран. Возможно, это будет... мне бы не хотелось забегать наперед. Запланирован пока конгресс в Индии, Международный конгресс матерей, который уже имел место, был проведен ранее также в Дели, с президентом Индии проводился. Я надеюсь, что в этом году он состоится также и будет поддержан тоже на высоком уровне. Вот. В 2025 году мы планируем провести серию конгрессов международных. Пока не хотелось бы об этом заявлять, а уже показывать конкретику с программой. Но какой-то ведь план уже есть, который был до этого, да, международного сотрудничества? Да, безусловно, только еще больше конкретизировались цели взаимодействия, и мы сейчас согласовали общность взаимопонимания вопросов, которые мы бы хотели подсветить. Это имидж современной женщины-матери, обратить внимание на глобальном уровне на те вызовы и проблемы, с которыми сталкивается семья, женщина, общество, и обдумать, как может быть унифицирован и усилен наш голос, общий голос матерей и наши общие усилия. Но этот год у нас ведь еще годом семьи объявлен. Вот, может быть, в рамках этого года еще какие-то планы есть, чтобы привлечь внимание именно к семье, к институту семьи? Да, есть. На самом деле фонд «Благотворительная мама» и я лично вхожу в организационный комитет Конгресса сплочения. Да, это российская повестка, российская программа. Мы с нашими коллегами-политологами и социологами взаимодействуем, объединяем также в рамках проведения круглого стола, который уже запланирован. Скорее всего, он пройдет на платформе Общественной палаты Российской Федерации в Москве. Взаимодействие родительских и материнских, женских организаций в отношении устойчивого развития, преодоления тех вызовов, в первую очередь информационная безопасность детей. И да. Ну а здесь, в Казани, в Татарстане, вот какие уже связи налажены? Наверняка ведь уже с кем-то общались. Да, безусловно. Общались с представительницами вот из Турции, да, из органов министерства. Общались с коллегой, доктором по международной медицине Ханной из Арабских Эмиратов. Чрезвычайно интересно ее проекты, связанные со здоровым питанием, с трансляцией вот таких, да, важных для женщины вещей. Также по Modest Fashion там, мероприятиям мы обсудили, что может быть какая-то кооперация в этом отношении. Ну, вы впервые участвуете в таком вот форуме, именно здесь, в Казани? Да. И представляется, что сейчас, в 2024 году, как-то вот актуализировались вопросы, да, общественной деятельности женщин в рамках именно Международного форума, за что большая признательность организаторам этого форума и принимающей стороне радушной Казани, да, тоже. То есть успели познакомиться с Казанью-то? Вы здесь вообще в Казани уже бывали до этого, нет? Я бывала до этого в Казани. Мне посчастливилось с дочерью пребывать в Казани. Она принимала участие в конкурсе «Ученицы России».
Да, финал этого конкурса проходил в Казани в прошлом году. Дочь стала, да, тоже там премиантом этого фестиваля. Очень так было приятно, были ее учебные заслуги отмеченные, творческие. Ну, получая вот эту награду, она вообще была ожидаемой, нет? Она была, скажем так, я была номинирована на эту премию, и организаторы до последнего момента, ну, как бы не открывали никаких... Это все был секрет, большой для меня сюрприз, и мне кажется, это видно. Там есть определенные свидетельства на форуме, да, как это происходило. Но это большая для меня честь, да, быть награжденной, быть отмеченной такой наградой. Спасибо вам большое. Еще раз поздравляем с этой наградой. Да, благодарю вас. Неожиданной, да. Это была программа «7 дней плюс», наш специальный выпуск. И мы общались с первым вице-президентом Международной ассоциации общественных организаций «Мама», матерью 4 детей. Спасибо большое, всего доброго.